Добрый день, уважаемые жюри и участники. Не участников не будет, значит, добрый день, жюри. Да. Хочу сегодня вам предоставить свою тему электрокартинг на базе гироскутера. И меня зовут Пархон Керчим Эдуардович. Я ученик 8 класса Международной артистической школы. И мои руководители – это Малышев Егор Иванович, учитель технологии, и Ильин Максим Макарович, учитель информатики. Цель моей работы – это изучение цели моей работы, да. Первое – это изучение принципа картинга. Второе – это разработка технологий изготовления их отдельных частей. И третье – это сборка электрокартинга. Мои задачи – это первое – овладеть навыками черчения, выполнение чертежа согласно техническим характеристикам. Второе – это ознакомиться с технологией принципа работы электрокартинга. И третье – ознакомиться с навыком управления электрокартингом. Актуальность моей темы заключается в том, что в современном мире все развивается. Прогресс не стоит на месте. Вот и в области автомобилестроения наметились определенные тенденции. Множество компаний по всему миру сосредоточились свои условия, чтобы разработать электромобиль, а способствует этому рост цен на нефтепродукты. Кроме того, актуальность электромобилей состоит еще и в том, что атмосфера становится все более загрязненной, поэтому нужно бороться с вредными выбросами двигателей внутреннего сгорания. И вот, методы моих исследований. Первое – это изучение технической литературы. Второе – это изготовление прототипа электрокартинга. Третье – это испытание прототипа. Четвертое – это разработка рекомендаций по изготовлению электрокартинга на базе гироскутера. История появления картингов. Существует мнение, что картинг появился благодаря американским военным летчикам, которые во время Второй мировой войны на своей воздушной базе в свободное полета время развлекались на дизайн тележках с небольшими моторчиками. Другие рассказывают что мои ровесники, дети лет 9-14, точнее мальчишки, которые на особых тележках в виде деревянных ящиков катались в город, управлялись такие тележки с помощью веревки, соединенной с передними колесами. Они соревновались между собой, и такие соревнования назывались гонками мыльных ящиков. Вот основные характеристики электрокартинга. Мы можем здесь видеть характеристики гироскутера. Описание электрокартинга. Тут все пронумеровано, вы можете наблюдать за всем. И все. Да. Тут есть сиденье водителя, рулевое колесо, стойка руля и так далее. Сборка картинга, конечно, стальная рама – это весело и крепко, но для их сборки, ремонта или модификации требуется большое количество специализированных инструментов. А у нас электрокартинг будет создан на домашних условиях, да. Инструменты, которых нет у большинства людей. С другой стороны, дерево можно обработать с помощью инструментов, доступных в большинстве домов и во всех магазинах товаров для дома. Особенности моего электрокартинга. Первое – это экологичность. Второе – это безопасность и легкость применения. Третье – сокращение затрат. И четвертое, конечно же, отсутствие принципиальных отличий от готового картинга, который стоит примерно 40 тысяч рублей, а мы собрали наш электрокартинг за 1892 рубля, как вы можете видеть, смету расходов электрокартинга. Это не считая гироскутер. Гироскутер у нас стоил порядка 6 тысяч рублей, да. В общем, у нас получается почти 8 тысяч. Здесь вы можете наблюдать картинки, как мы тестировали наш электрокартинг. И в заключение я хочу сказать, что наш электрокартинг представляет собой полноценный работающий прототип, позволяющий ездить на электрической тяге гироскутера и повторяющий систему управления картинга. За основу двигателя взяли гироскутер Gold Wheels фирмы Hoverboard. Сама рама и комплектующие собраны из подручных материалов, поэтому его сборка обошлась всего в 1892 рубля. Не считая стоимость гироскутера, что намного меньше покупки того же функционального готового картинга. Как я ранее говорил, они стоят около 40 тысяч рублей, либо даже 50. Точную цену вы можете посмотреть в интернете. Список использованной литературы. И, конечно, спасибо за внимание.